Пусть лучше Хубал ответит, потому что я 71%. Как это понять? Это... Я сам тоже не пойму, честно сказать, как у Ибраима эта настройка работает. Ну, какой-то процент остался там, да? Не, ну вот я Короче, вот я прочитал... Да, говорю. жду, как бы коллективно хочу, чтобы... Ну, у нас получается так, что я откуда-то выхожу, захожу, маргинализируюсь, да, в этой теме, если куда-то заходить, выходить. А все, у которых там процентов вообще меньше, чем у меня, они там на себе тельняшки рут и говорят, что они стопроцентные, хотя все, кто находится в Европе, да, вот Да. проживают в европейских странах, они вообще могут свои проценты в мусорник выкинуть все. Потому что... Простите меня, пожалуйста, мусульмане, я поставила распятие на Коран. Аузу билля. Это не думаю, что это что-то... Каляка вообще греет им одно место, так что ничего страшного. Короче, нам нужно, чтобы мы... Вот я, например, всем нашим чеченцам, наших чеченцев призываю, давайте что-нибудь выработаем. Пожалуйста, вот такие площадки, да, почему-то сюда не заходят, внизу какие-то гадости пишут, вообще ведут себя странно. Вот сейчас заходил пожилой человек, там Шамиль или кто он, и вот Хубал ему четко вопрос задал, у него, короче, двойная скорость там включилась. То есть он не может четко, внятно ответить. Конечно, я против этого сказать. Вот люди лет 20-30 назад, его ровесники, не то чтобы четко ответили, и тебе еще в лицо плюнули, если бы ты ему в лицо бы вот такой вопрос задал. То есть четко и ясно осудили бы вот такое действие там по отношению, насилие вот это, да, там наложницы, не наложницы. Поэтому я призываю вот общество, чтобы, если нам нужно какое-то религиозное, вот давайте выработаем тогда вместе, как, например, я не знаю, там арабы стырили, там у евреев что-то переписали, еще Можно у мне кого-то. зачитать, пожалуйста, из Библии, Захария? Пожалуйста, мы тоже можем все, что угодно, там, у кого угодно поворовать, короче, выработать и что-то принять. Но вот это вот в таком виде его принимать, алло, вы меня извините. Захария, можно я зачитаю 3 главу? Бисмилля. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? И Иисус же одет был запятнанной одеждой и стоял перед ангелом, который отвечал, и сказал стоявшим пред ними так: снимите с него запятнанную одежду. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежду торжественную. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь. Выслужи же Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль, ибо вот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я выражу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглашу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Это было 3 Иисуса. Аллаху Иисус акбар. Иерей, Иисус Навин и
Мессия. Разве есть 3 Иисуса? Дело в том, что имя Иисуса Короче, в Израиле было вы можете распространено сейчас и обозначало перевести, с нами что Бог. там было написано? Коротко перевести можно, Я то, тоже что не там было? поняла. Я как бы послушала, но о чем это Это говорится? просто чтение без толкования, если ты не можешь предложить Очень плохо толкование. слышно. то это потраченное зря время. Давайте я вам лучше прочитаю, вот что мне больше всего нравится, как бы во Второзаконии. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и едя дорогую, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Ну, это как бы знаменитое вот это Шма Исраэль, то что. А кто переводчик там? Кто? Кулиев или Саблуков? Что-то не Я понятно. не знаю, у меня сии, какой-то, древний слово. Нормально на русский перевести нельзя это, чтобы понятно было? Мне можно Ну, тут- просто, если переводить на современный Современный язык, то может утеряться как бы такие вот очень важные моменты, если просто для понимания есть переводы. Но лучше читать вот, скажем так, дословный перевод. Там есть над чем Не, подумать. как-то вообще непонятно там. Вот это вот «Отче наш», вы знаете наизусть, кто может процитировать? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави от лукавого, ибо Твое царство есть сила и слава во веки веков. Аминь». Не, у вас Я- как-то понятно получилось. А там как это там? Ижеси на небеси, что-то такое. Ну это старославянский язык, он действительно уже Ну, вышел из я поэтому употребления. вот такие какие-то эти слышал там, Да, вот А можно смотри, символ Ибрам, веры зачитать? Православную молитву, символ веры. Сейчас, секундочку. Подождите, сейчас у нас какой-то Ибрам, этот... я вот, знаешь, я знаешь, для чего? Я это не для этого читал, я это прочитал для чего? Вот если прочитать вот это, то, что у иудеев, например, вот это главное Шма Исраэль, например, их молитва, тут вот Господь Бог обращается к ним, говорит: «Слушай, Израиль, твой Бог, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и едя дорогую, и ложась, вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на костях дома твоего и на воротах твоих». Тут как бы что-то понятное, как бы, да? Так, А 180. А там- Здесь пытаются сказать, что это очень важно, настолько важно, что вот надо об этом постоянно размышлять, надо детям рассказывать об этом, чтобы они правильное восприятие имели. Что это такое, что вот, что бы ты ни делал, думай, размышляй над тем писанием, что вплоть до того, что оно у тебя, пусть на лбу будет, чтобы другие видели, на рукавах и Я в том смысле, что тут как бы не пахнет керосином, как бы, да, а тут куда ни глянь, фугасы как бы торчат, и осторожно нужно как-то там перебираться, там, по суфисткому какому-нибудь там двигаться, там, по переулкам. Короче, тут из одной крайности прыгать в другую, я вообще не Можно мне, приемлю. пожалуйста, символ веры зачитать, православную молитву? Не, не
в коем случае, Пожалуйста, Анна, не это самое. Ибраим, не Это пойми, отречение от обижайтесь. ислама. Ибраим, не пойми Не неправильно. обижайтесь, но я себе этот- лучше без включения микрофона там на месте. можете Ибраим, я из читать. кефиров не вышел. Я просто прочитал, как бы мне интересно было вот эту посмотреть еврейскую, как бы, да, из Старозакония. Я как бы кефир из кефиров еще. Не подтягиваю всех, да, ават не делаю, как бы. Меня неправильно не поймите тут. Все, Что мне здесь вообще является там, бывшим мусульманином? все, что там у кефиров, у буддистов, у сепаратистов, без разницы. Если там есть нормальное, как бы моральное что-то, да, там, нравственное, мне это, например, нормально, не мешает. Ну, когда там начинают вообще глючить, да, там, дурковать, то, или, я не знаю, фанатеть, короче, вот это уже как бы, извините. Ну, да, я в том смысле хотел что дополнить, что вот я как бы смотрю на эту книгу, да, там, как бы, Тору, и вот читаешь, все там логично начинается, логично, вот как повествование какое-то, как история, например, там, да, вот этот, начиная там со светом, там, как там, что он сделал, там, Господь. А тут что вообще есть вот в этом Коране? Все, я не знаю, короче. Вот я просто Не параллель будут хотел обитателями сравнить. огня и так далее. Да, ведь Бог Ну, есть любовь. У меня Пребывает создается в любви, пребывает в Боге, и Бог в что нем, и Бог есть любовь. Мухаммед хотел... Он слышал вот это вот истории, и христианские истории, и там и еретиков он там слышал каких-то, и там иные религии, где ему нравилось, и попытался это все передать своему народу, но получилось это так плохо. Да, я Ну, вот сейчас, просто Вячеслав, жесть. я сейчас вот сравню специально, сейчас вот найду Коран, как Коран начинается, например, и как, например, Бытие начинается. Как бы сейчас посмотрю, как бы на пару минут отойду. Мне самому даже интересно стало, на чем, что там. Хубал лучше у себя там Ну, это за кулисами. разная цель написания была. За кулисами это монитор, потому что у нас эфир куда-то уехал. Мы сейчас тут Вроде какие-то у нас тут... миссионерчеством занимаемся. Я, например, это не приемлю вообще. Тут у нас получается, что мы критикуем одно, да, там, которое не выдерживает критики, чтобы еще более, скажем так, уязвимое там. 50 чеченцев не хочешь? Короче, такая тема, да, там, пожалуйста, кто хочет, в Google там вбивайте «Отче наш», там, «Ежеси на небеси», там, Это туда-сюда и так далее. чеченские харидимы, если в Израиле уже своих хватает харидимов, чеченских не хватает. Ну, извини, Ибрагим, если там не туда, скажем так, вел. Не из злых побуждений. Я вообще вот эту вот тему, Мне да, нужно там, следить, всякие где в Даниила хуери. пророка говорится то, что мне нужно зачитать. Одну минутку, я отлучусь. Бисмилля. Я вот Ой. что вот спрашиваю, вот, Ибраим, только ты, да, здесь бывший мусульманин? Или же кто-то еще есть? Я тоже бывший мусульманин. Я 71%. Я никакой не бывший. Я где был, там и есть. Я Ты вот этим являешься вот... еще мусульманином. Да он хамелеон. Я вот этим вот не 9-летними этими, не там какими-то У тебя, 4-24. короче, выборочный, И- да, этот ислам? Имеется в виду вот Так, это? Ну, как и у всех. Так ты, братан, в наших рядах, это по законам ислама. Есть же такой момент, смотри, Ибраим, то, что говорится, то либо ты принимаешь ислам полностью,
какой он есть, плохой и хороший, либо ты как бы не являешься мусульманином. Ну вот Ибраиму смотри, зарядили то, смотрите, что Лилит, заряжает он. Лилит, А? сура, например, 6 сур в Коране, они запрещают брать покровительство, дружбу у кефиров, да, вот. Ну да, То есть у нас получается все люди, которые приехали к да, кефирам, там получили у них вид на жительство, в частности, люди с политическим статусом да, да. и даже не с Обманывать можно. политическим. Обманывать Да, соответственно, в исламе можно, да. все эти Кстати, люди, Тимур, значит, он они, такой же, как ты. Ты тоже такой, как он. да, Вот все это эти вот у меня муж люди, тоже такой же, этот самый. да, Из все выдорожный. эти люди, понимаю, получается, плевали на эти аяты. А мне что, нельзя, что ли? Я тоже, например, не только на эти плевал, а еще плюю на вот вражду. Зачем мне с иудеями или там с христианами враждовать? Это что за тупняк? Вот, прямо-таки вот, Тимур, вас Да, Так вообще, проблема. вас у меня в оказывается... моей культуре, там, в моем народе, в моем самобытии, вот как нас учили, да, то есть ты определяешь врага, друга по действиям, а не по тому, что тебе там что-то предписано и так далее. Кто с тобой враждует, ты его как вражеский воспринимаешь, и все. Кто Как с мечом мозг придет, просто тот от меча включаешь. и умрет. Да, включаешь мозг, и все. Кто с тобой тебе там помогает, ты уже не обезьянка же, и уже понимаешь, даже обезьянка помогает, там, ну, понимает, кто ее, кто с ней Ну, дружит, кто не смотри, дружит. русское Тут общение ты ничего. как относишься? Русское общение, Да. как к ней негативно отношусь. Что за русское общение? Вот они, например, из-за того, что люди с другой веры, иноверцы, они к ним относятся плохо. И Ну, ты не тогда можешь, нужно и чтобы туда оставить их, вступить, ты должен оставить. принять их веру. Да, оставить нужно тогда этих людей в свою русскую республику построить и оставить. Зачем этих людей потом пытаться к себе тащить? Так они, ну, в основном наши люди им жопу подлизать пытаются, думая, что они их примут. Ну вот, если кто не хочет другие культуры там и так далее, хочет по-русски у себя в русской республике или где там жить, тогда не надо этих. Если кто-то хочет всех объединить, какую-то мультикультуру сделать, тогда будьте добры, придерживайтесь законов и какие-то... Что за русское общение? Это что такое? Полиция нравов, что ли? Ну вот они же ходят, и чисто не всех, не русских, если пытаются мучить. Правильно делают, Ну, расшатывают хату, что поддерживай. Это ж Я, хорошо, я наоборот. негативно воспринимаю это. Что То они есть правильно делают? нужно либо оставить народы, не насильственно их не удерживать, в частности, те, которые не хотят. Пускай отпустят, пускай. Зачем им тогда республики? Ну, Да, хату если пускай же, шатают, если что же проблема. тянут, да, если же тянут Хату всех, шатают. короче, к себе, если же к себе всех тянут, то будьте добры, и тогда как бы считайтесь с культурой людей. Почему, Там, например, там национальную дагестанцы, идентичность да, человек свою оставляет. почему, да, почему дагестанцы, ингуши, карачаевцы не могут иметь право там в Москве где-то спокойно жить, О, видишь? свою какой-то свой самобыт, даже свой намаз делать там, Да, по не могут, намазу. потому что это нельзя. Да, Креститься можно где хочешь. если нельзя, тогда нужно оставить. Зачем их тащить? Так они же не дают оставить тоже. Они не дают даже отделиться. Они не дают даже, чтобы республика сама расцветала. Они туда своих людей засовывают. Ну, я лично считаю, что это полезно, то, что чем они занимаются, потому что это, наоборот, дает понимать тоже как бы, Полезно другим то, народам, что ходят... другим народам, Не, народам. полезно там, Хубал. Подожди, полезно то, что там они можно, ходят там, лысые, здоровые мужики в смотри, никабах, да?
там можно какой-то позитив, конечно, из этого попытаться выудить, но сейчас речь идет о том, что Вообще нету позитива. как вот этих вот людей воспринимать. Воспринимаю я их лично негативно. Почему? Потому что Это нацисты. что может быть за русская община, если России. если ты сам говоришь, что должен быть интернационализм, что есть какое-то это самое столица, да, наше общее государство какое-то, да, и в нем есть столица, которая для всех. Я понимаю, там у тебя в какой-то национальной республике или в глубинке где-то, в русском селе там где-то, там свои какие-то особенности, там кто-то калинку, малинку там со штакетниками, на штакетниках там дерется, выпит. Кто-то там у себя лезгинку устроит и так далее. Это там свои национальные примочки у себя какие-то, когда приезжают туда с другой какой-то темой, это понятно, там можно понять эту ситуацию и вот этих людей, которые хотят, чтобы, скажем так, их вот это устои там, по ним, по их чувствам, по ним... Так, у кого там микрофон шумит? Я путаюсь аж. Чтобы, им не проезжали по их чувствам, не нарушали там их вот это баланс там существующий. Но когда мы говорим о столице государства, то там, уж извините, там все культуры должны быть приемлемы. И какая-то, чтобы русская община ходила, русская община должна вон там где-то в каком-то Нижнем Тагиле там, или где там, я не знаю, автобусы в неделю раз ходят в какой-то деревне, там русская община может, какие-то диктовать там свои устои. А в столице государства, в которое все затянули, там не должны быть русских общин. Если русская община, должна быть и аварская община, и ингушская община, я не знаю, и татарская община какая-то с дубинками ходить. Насколько я знаю, я эту темку смотрел, там абсолютно работают по определенным целям. Я считаю, невыгодным для России как государства. И это, с одной стороны, полезно, потому что люди осознают, Так, что они вот чужие. внизу Осниум пишет: я как русский, говорит, за всероссийский референдум по отделению Чечни и Дагестана. Так мы тоже... Я извиняюсь, Хубал, я извиняюсь, что я тебя перебил. Насчет Дагестана, это я не противник, Нет, то же ничего самое. против. То же самое. Да, ничего против не имею, но когда речь идет о Чечне, то Чечня в 90-м году наш народ провел 3 общенациональных конгресса в 89-м, 90-м году. И в 90-м году принял декларацию о государственном суверенитете. Провел в 91-м году президентские парламентские выборы, принял конституцию, провозгласил республику, государственность. И потом нас не оставили и на нас напали и провели 2 кровопролитные войны с 300 тысяч жертвами. И сейчас говорить, я как русский за всероссийский референдум отделение. Алло, мы уже давно отделились, нас просто нужно оставить, не оккупировать. Насчет Дагестана, то да, я за, чтобы там Дагестан тоже имел право самоопределяться. Но когда о чеченцах идет речь, тут нам убили, четверть населения, осуждаю, чтобы нас здесь сейчас... Просто мы констатируем факт. Четверть населения, там сейчас около 300 тысяч, по Европе раскинуто, там вообще люди остались там с вот этими травмами, калеки, я не знаю, все что угодно, насадили туда вот этот режим, и потом говорить, я за какой-то референдум,
Какой референдум? Алло, мы давно его провели и давно своим путем, своей жизнью, своей государственной жизнью. Мы 4 года были, если кто не в курсе, раз уж чуть-чуть политическая тема у нас пошла, 4 года, 91, 92, 93, 94. Отдельном государстве жили, Да. абсолютно без какой-либо там со стороны России. Там, Россия в 92 году у нас была принята Конституция уже. До этого мы жили вот этой совковой Конституцией, как и во всем постсоветском пространстве. И самыми первыми, кстати, приняли мы Конституцию в постсоветском вот этом. Вот эти остальные республики, там, включая Грузию, Армению, какие-то среднеазиатские страны, они на 2-3 года позже принимали. И в самой России в 93-м только приняли новую Конституцию, где в Ибраим, поскольку односторонном... было известно, что у вас очень богатая земля нефтью. Давай. Ну, у нас И нефтью, да. России стали Ой. очень нужны. И там больше не было даже выбора того, чтобы... Ну, там, видите, Лилит, там не совсем это произошло. Просто у нас такая тема, да, вот это развал Советского Союза, это такое некое просто переобувание было. Почему? Потому что весь цивилизованный мир уже не хотел иметь отношения с коммунистическими вот этими там воззрениями, социалистическими, которые, ну, являются враждебными, да, там, западному капиталистическому устройству вот этому. И поэтому как бы был железный занавес. Никто не вел никаких экономических вот этих дел. И государство совковое, вот сегодня китайцы, они сумели, да, каким-то образом это все поставить на рельсы, и у них неплохая экономика, они процветают. А в Советском Союзе не смогли, потому что вот это разный там интернационализм, потом государство образующее, титульная нация, которая на что-то претендует там. Плюс вот этот менталитет, культура, они не дали дальше развиться. Там, после Второй мировой войны патриотические настроения, они дали толчок. Плюс вот это с Германией, которые притащили всех ученых, какие-то открытия, какие-то их там, я не знаю, технологии. Это потом закончилось все. И дальше начали буксовать. И чтобы с цивилизованным миром, скажем так, вести отношения, нужно было соответствовать ему. И тут у нас произошел такой фарс, такой, скажем так, переобувание, да, типа из социалистического, коммунистического там строя в капиталистический, демократический. И произошло вот это вот там парад суверенитетов, распуск Советского Союза. При всем при этом везде на местах, во всех республиках оставили своих КГБшников. И у нас в Чечне в том числе, Завгаев был такой КГБшник, и в той же Грузии был Шаварнадзе КГБшник, и в той же Азербайджане был Алиев КГБшник, и в Татарстане. Да, везде были свои люди на местах. И по щелчку пальца, то есть сначала миру должны были показать, что происходят такие преобразования, что все превращаются в демократию, там Россия. Даже Ельцин поехал в Америку и выступил в Конгрессе у американцев и сказал, что мы будем расследовать архивы КГБ совместно со всем миром. Вот мы как бы теперь стали нормальными. И все аж американцы стоя начали аплодировать. И Ельцин закончил свое выступление там, цитируя слова вот этого американского композитора российского происхождения, да, там «Боже, храни Америку». И ему стоя аплодировали, нифига себе там, короче, сейчас тут вообще отлично будет там нормальное демократическое новое огромное государство, которое появилось, которое потом вся демократия, она
как бы наружу вышло, да. Это только И, на словах, ну, вот демократия в России только... да, получилось так, что вот в нашей республике произошел перехват. Провели вот этот общенациональный конгресс, и у нас появился такой лидер Дудаев. Да. Джохар, да, который после его выступления весь народ, он как бы, ну, взрыв такой вот этих эмоций там такого произвел, то есть то, что он там высказывал, это то, что, короче, народ хочет, да, и не может высказать сам, и он вот это вот, и вот таким образом все его возлюбили вот так, да, за его вот это вот там патриотизм, за его... Да, и вот эти люди, которых там оставили на месте, всякие Темишевы у нас были, Завгаевы, там вот это вот, кто... Короче, вот эту тему сначала... Ну, даже Завгаев, наш КГБшник поставленный, он как раз... Тут что должно было произойти? Все автономии, республики сначала должны были сделать такой вид, что они берут курс на независимость. Вот в Татарстане, там Шамиев, когда был, у нас там еще где-то, в каких-то регионах, которые в Советский Союз входили, скажем так, ну, не совсем законно, да. И в этих регионах должны были сначала взять курс на независимость, а потом добровольно сами возвращаться как бы в стойло, грубо говоря, да, там в Россию. И вот у нас на татарах это по щелчку пальца Шамиев возвращается туда в стойло, а у нас произошел такой перехват инициатив, потому что КГБшника Завгаева вышвырнул народ. То есть все вышли, народ как бы восстал, провел демонстрации и вышвырнул вот этого КГБшника, и все сделали ставку на нового появившегося лидера, отвечающему интересы народа. И вот получилось так, что на нас это забуксовалось все. То есть вот это возвращение в стойло, оно тормознулось. И пока вот с нами это все происходило, другие республики там почувствовали там независимость, там та же Грузия, туда пришел Саакашвили, и уже старый там КГБшник, вот этот Шеварднадзе, он ушел на задний план. Алиевым тоже понравилось в Азербайджане. Армяне вот сейчас начинают просыпаться. Даже по сей день там российский контингент войск находится. Знаешь, Единственное, вот балтийские страны, они не растерялись и вовремя как бы отошли, пока на нас там были зациклены. Украинцы тоже сидели до 2014 года, вообще не понимали, что там происходит. И вот такая вот, короче. Мне кажется, да, после вот... Украины уже будут на этот... стрелки пойдут на казахов. Знаешь, Никархо, у нас вот Дагестан вообще, по сути, сколько, вот аварцы сколько лет вели вот эту рознь, да? Как Расул Гамзатов сказал, Кавказ, то есть Дагестан в Россию как вошел? С войной, и выйдет он оттуда вот тоже так же. То есть там по-другому никак. Вот здесь человек пишет, то есть за то, чтобы люди, чтобы Дагестан, Чечня ушли. Не получится так просто. Россия не отпустит ни вас, ни Карахо, ни чеченцев, ни весь Кавказ. Она просто не отпустит. Много чего. Видите, сейчас века вот Кавказ, в мире... Дагестан воевал, а в Арте Я века понимаю. воевали. Я понимаю, но сейчас вот ситуация такая, что вот политические процессы в мире, ситуация политическая кардинально вот изменилась, да, потому что вот это вот в 21 веке, когда проходят колониальные войны и начинают нападать на суверенные государства, да, такие как Украина и так далее, которые не исламисты, да, вот в отличие от нас на эту тему подсадили, и Дагестану досталось за это, и Западному, Северному Кавказу, там, карачаевцам, балкарцам. Какое отношение Хаттаб имел к вам?
Никакой, просто этот человек, он очень негативно Не повлиял из-за них ли это политически. все произошло? Из-за Фатхи, из-за Хаттаба? Ну, совершенно верно. Ну, они как бы поспособствовали, но там помимо Фатхи и Хаттаба в России печатали тонны вот этой исламистской, ваххабистской литературы, издательства. Бадр работало до 2001 года, если я не ошибаюсь. И Просто тоннами нам завозили вот эту литературу. да, Потом да. вот эти арабы, которые у нас там шастали, они были русскоязычные Да, почему-то. Вот. да. Ну, такая вот у нас Просто- тема. Я вот просто- что хочу сказать. Вот сегодня я просто чуть-чуть сбился с вот этой темы. Сегодня вот ситуация поменялась. И сегодня Россия вот до определенного времени, они как бы на нас были зациклены. И это единственная такая наша была, исключительно нашей проблема это была. До, скажем так, 2005, 2006, 2007 годов. Потом, когда через нас уже проехали с катком, и из-за этого там и дагестанцы пострадали частично, из-за религиозных вот этих тем, потом тоже Западный, Северный Кавказ пострадал. Знаешь, мой же И сего- отец и сего- там был в это время. Мы же жили, я же жил в Да, Первомайском. ну, видишь, там в 14 году, в 7 году Да. через Грузию проехались, потом в Сирии, вот эта арабская весна, короче, туда пошли, там почти около 1 миллиона людей загасили гражданских. Да. Потом в 2014 году запрыгнули в Украину, там на Крым оторвали, потом два региона, там Донецк, там Луганск, Донбасс, короче. Постоянно Россия И- агрессировала. Да, и сейчас у нас такая ситуация, что все затаили дыхание, и всем приходится теперь... Вот когда война вообще начиналась, да, в Украине, в 22 году, и когда Путин сделал заявление, где сказал, что если кто-то вмешается вот в этот конфликт, мы покажем то, что мир еще никогда не видел. Мне кажется, это сказки. Если кто-то не в курсе, это такое заявление было. Нет, было После заявление, этого, просто пугал, как китайское да, предупреждение. но ты знаешь, что западный мир, который не любит играть вот в такие вот угрозы, да, там, которые любят стабильность и процветание, вот их они полностью сделали, озаботили, да, и в течение там пару-тройки дней все йодированные какие-то таблетки, они раскуплены были сразу, которые от радиации там. Прикинь, да. Короче, то есть это психологически вот так. И это западный мир, вот Европа, они никогда не забудут русским, пока их не усмирят. Поэтому у нас сейчас такая ситуация, что как бы от нас ничего не зависит, мы там можем только информационно-просветительски там, в рядах своего народа, своих народов, вот так вот как-то Ты знаешь, Николай, сейчас в наших школах в России вот запрещают это историю Дагестана. передел мира, я докончу, передел мира, он все-таки будет. Да. И этот передел мира, я надеюсь, что с малой кровью это обойдется. Но вот так нет. вот это вот то, что после Второй мировой войны были мировые порядки введены, они не сработали. И сейчас никто не может вот это предотвратить. В данный момент всем надо заигрывать, там Америка даже заигрывает, Европа заигрывает. И что-то с этим мир будет делать. И когда вот этих вот взбесившихся будут принуждать, да, их будут принуждать выполнять мировой порядок. И когда вот это принуждение мирового порядка, а мировой порядок, он дает каждому народу право на самоопределение. И тут никуда не деться тем, кто... Вот чтобы себе заранее, скажем так, алиби такое сделать, да, чтобы
подготовиться. Вот у нас вот эта вот исламистская тема. Почему? Потому что исламистов никакой мир никто не поддержит, не одобрит, и их будут всегда в стойле держать. И правильно делают, потому что вот этому движению, там, с катушек слетевших, их нужно как-то контролировать, держать под контролем. Поэтому вот нам нельзя, чтобы наше общество было на этой теме. Нам нужно, как здравые люди, как во всем мире, как во всем мире, нам необходимо нормально свои человеческие ценности, вот их, наоборот, ну, скажем так, поддерживать и их на первое место ставить. Ну, знаешь, тут по Европе, например, кто в исламе, они спокойно живут. То есть здесь нету таких, например, как в России. В России сама власть агрессирует, смотри, сама власть агрессирует, мучает, и такие же делают закидушки. Вот эти все теракты, вот это все власти делают. Все оттуда переходит потихоньку уже сюда. Я почему говорю, то есть здесь было все хорошо, и потихоньку здесь начинаются вот эти какие-то там непонятки, митинги, взрывы, там что-то еще делают. Да, 5 копеек ставлю. Сегодня видос этого Бхармата. Сегодня Бхармата видос выходил там на тему того, что там немец с 2 миллионами подписчиков там рассказывал, что вот уезжает, короче, из Германии, говорит, типа, ну, он как-то не мог сказать прямо про ислам, потому что там ему хана же будет, если он в Германии такое скажет. Ну, да, говорил, по иммиграционным причинам, короче, я соскакиваю, так как я не хочу воспитывать свою дочь, короче. Ну, типа, я беспокоюсь там за ее там здоровье там и все остальное, короче. Убал, так не только они беспокоятся, мы тоже беспокоимся. Ты знаешь, вот я не говорю за наших, я говорю конкретно за арабоязычных. Вот они обнаглевшие очень сильно. Здесь они диктуют свои правила. Вроде бы страна не ихняя. И я поражаюсь Германии, как она все это терпит. Реально терпит. Здесь Россия ходит со своими флагами. Украина ходит со своими флагами. Арабы ходят. А немцы не ходят. Я не видел, чтобы немцы ходили со своими флагами тут. Ну, это реально здесь какой-то... Немцы уезжают отсюда. Да и наши тоже потихоньку уходят. Даже кто-то говорит, он за океаном проще жить, чем здесь уже. Лучше жить, спокойнее. Хотя там есть гетто. Потому что сейчас исламизируется. Реально, как бы это сложно, неприятно это не было. Вот Германия, она исламизируется. Здесь До того, как здесь не было ислама такого, здесь было очень хорошо жить. Приятно было жить. Здесь даже магазины без продавцов были. Ты приходишь, просто деньги оставляешь, берешь то, что тебе нужно, и уходишь. Все было на доверии. Не крупный магазин, а обычные какие-то ларьки, да? Ну, реально здесь такое было. Сейчас тоже есть где-то в каких-то отголосках, но в городах уже такого нету, потому что обворовывают. Немцы сами этого не делают. Ибраим, выкини эту мразь, вот эта, которая внизу там пишет всякие гадости. Или хотя у меня же есть админка, подожди, я сам. Извини, брат, перебил тебя. Нет, ничего. На самом деле такие конченые вещи здесь пишут. Да, вот эти отморозки могли бы зайти, и если что-то есть сказать, нужно дискутировать, нужно общаться. Если дело просто в том, что там... они двух слов в одном предложении не могут связать, потому что, в принципе, мы тут никого... Как они поднимутся из колодца Будда? Как они поднимутся? Да, это сложно будет. Все-таки можно их поднять оттуда, хотя бы, чтобы попытаться там достучаться, если в черепушке у них есть хоть что-нибудь. Обнаружить, что они евнухи, да? Не знаю, просто нормально не обязательно, чтобы человек там грамотно говорил, просто зайти, что тебя там, это матершинство. Мы же тут в начале эфира, в середине, сейчас я еще раз напомню, да,
все матерщинники, которые здесь, про матерей, про отцов, про какие-то извращения, вот это вот. Все, что вы сказали, говорите и еще будете говорить, вам в 10-кратном размере, амин, обратно отослали мы это все. Вот если вы Да, не аминь. мазохисты, Просто да, некоторые люди такие вещи, знаешь, пишут, но я уверен, что в жизни никогда не скажет такой вещи этот человек в лицо. Ну, сколько нет, таких я не было? видел, чтобы в лицо вот так вот. Никогда не Это, было. да, это последнее какое-то, скажем так, действие, после которого там уже что-то должно произойти, да, там какое-то. В Я не жизни знаю, они с двумя рукоприкладство и руками так далее. здороваются. Ставьте этого мухомора потомка. Я хотел что сказать. То, что вот я сам планировал, как бы, да, в Германию там поехать. Ну, такие вещи вот видишь и думаешь, блин, а нафиг оно надо вообще? И Англия там такая же фигня. Там, Англия и вообще уже вся вот мусульмане. Да, Германия такое же. Куда ехать? Вот не знаю. В Германии еще, знаете, вот в отдаленных окраинских городишках маленьких, да, я бывала, во многих городах бывала Германии, а там мусульман еще нету. Там вот если есть 1-2 человека, но они тоже уже как бы не в сторону ислама уходят, а наоборот в сторону цивилизации, как бы отдаляются от ислама, отдаляются от религии. Даже если они ведут религию у себя дома, но на улице они как бы, как обычные, да, другие вот немцы, также Хрена не знают, они немецкие. приезжают сюда, я даже на одного турка спрашивал, я говорю, а что ты немецкий, а зачем мне немецкий учить? Здесь на турецком все Да, бабушка да, кстати, общаются. я тоже так и говорю. Здесь, вернее, ты выучишь быстрее турецкий, нежели ты немецкий выучишь. Вот. И как бы штрасен-диалект тоже, он более такой. У них сейчас, знаешь, даже немцы сейчас говорят «волла». Представляете, вот немцы, да. Валла. Тамам, волла, хабиби, такие вещи. Ты представляешь, сами немцы по-русски, они разговаривают между собой вот эти Да, слова. да, это из школы, потому Да, что в да, да. школе. А здесь я, кстати, вот несколько, вот еще такая вот тема была 2 года назад, по-моему, это было, дай моей памяти, да. Короче, араб наш, сириец, взрослый, изнасиловал ребенка в бассейне, в раздевалке. Мальчика маленького, 8 лет, 9 лет, что ли, было. Осуждаем, осуждаем. Осуждаем, конечно, очень сильно. Да? Социализироваться, социализироваться. Он еще не социализировался, и Германия виновата в том, что да, интегрироваться. И Германия виновата в том, что он еще не интегрировался. И это немцы виноваты, что он изнасиловал этого ребенка. И он, Короче, это как с Рафиком, да, который ни в чем не виноват, для которого общество опасно, а не он да, для и общества. теперь он на суде что говорит? Вот это было самое абсурдное. Он говорит, я не понял, говорит, что он, говорит, не хотел, говорит. Я, говорит, не понял, что ему не нравится, говорит. Типа, ему судья говорит, то, что, говорит, ребенок орал, кричал, говорит, плакал, говорит, это... говорит, я думал, говорит, у него где-то что-то, может, заболело, может, где-то прищемил палец, говорит, из-за этого плачет. Я, говорит, не думал, говорит, что он из-за этого вот плачет, то, что он с ним творит. Так ребенок-то не выжил, окей. Он его там уже оставил, и ушел сам. И ребенок как бы скончался. И еще была ситуация, вот прям несколько лет назад, свадьба здесь идет арабская. 8-летняя девочка, 37-летний мужик. Арабы. Пышная свадьба, все, никак тоже им мечети арабские. А чё там не было, что ли, этого? Подождите, Стукач, теперь смотрите, смотрите теперь, что происходит. Теперь эти-то выдали замуж 8-летнего ребенка, своего девочку. Этот говнюк полез на нее первую же ночь.
она как бы начала, ну, у нее кровотечение, все такое, она истекает кровь, он ее оставил, думал, что она сейчас в себя придет, ну, типа, первый раз, пускай в себя придет. Девочка уже как бы от неизнеможения, она начала терять больше, ну, больше и больше крови. Теперь она вся бледная, уже в предсмертном одре, и он ее берет, не ведет в больницу, он идет с ней вместе, едет к ее родителям. И говорит, вот я взял свой супружеский долг, а с ней вот что творится. Я, говорит, не знаю, говорит, я, говорит, не могу ее в больницу отвезти. Он понимает, что ему хана, если он ее в больницу отвезет. Он понимает, что ему его возьмут. Лилит, я насколько знаю, как бы в таких странах, как Германия, Америка, там сразу как бы втихаря там звоночек делают. Теперь И смотрите, что происходит. Родители отвозят в больницу ребенка, девочку, говорят, что она с улицы и на улице играла, пришла такая, пошла, легла спать, и вот такая, как бы, и мы как бы увидели, что она бледная, истекает кровью, не знаем, что с ней, короче, вот так вот они говорят в больнице. Теперь выясняется, что ее изнасиловали, теперь начинают узнавать, что где, как, ну, ребенок уже все умирает. Ребенка, кстати, так и не спасли, потому что они слишком поздно его привели, она уже была на последнем издыхании. Так и не смогли, не успели они ее спасти. Расследование начали вести, выясняется, что это была пышная свадьба. Эти видео, кассеты, все это. И мама, который им никях прочитал, его тоже взяли, всех потянули, кто был на свадьбе. Всех это в потянули. Германии, да? Да, это Германия. А есть какая-нибудь там новости, там что-нибудь интересное? Ну, кстати, вот новость таки была, я ее даже своим вот этим подругам из Дагестана отправляла, вот прям 2 года назад, и для меня было абсурдно, у меня в том телефоне, где полиция забрала, который телефон. И вот теперь что, была вроде, я вот недавно тоже искала в СМИ вот эту ситуацию, да, вот прямо таки писала, такой-то год, так-то, так-то. Вот прям не выходит это, они прям стерли, что ли, я не знаю, может, деньги заплатили, чтобы удалить это. У меня прямо такие видео, вот это с новостей, все это было. Я даже вот переводила, девочкам отправила. И теперь что, всех как бы поймали, у всех как бы допрос, всех обвинения. И мужчина сказал, я суннит, мы глубоко верующая семья, и девочкина сторона тоже глубоко верующая семья. И они сказали, что по сунне как бы наш пророк также поступал, женился как бы на Айше в возрасте и в юном возрасте. И все у нас, говорит, в стране, говорит, это, говорит, нормально, это является нормой, говорит, когда взрослый человек женится, говорит, на юной девушке, говорит, у нас, говорит, это, говорит, наша культура, наша религия. И имам тоже сказал, что как бы в нашей религии это является нормой. Это большая война была, честно, большая шумиха была, но она как вот вспыхнула, да, там месяц-два она как бы шла, вот на устах была людей, потом затухла. Как бы там людей посадили, имама тоже там, что ли, ну, с поста имама, что ли, сняли, что-то такое, короче, там и было. Но потом это все замяли, и как бы вот это сейчас нигде даже не найдешь это. Плюс еще ко всему, вот тоже русскую девочку, русскоязычную тоже здесь русских много, да? Вот русскую 11-летнюю девочку, где-то 14 ребят, что ли, арабов, вот беженцы арабы схватили, девочка на улице как бы игралась или подружки, хрен его знает, либо она с кем-то из них общалась. Аккуратнее, чтобы нас не блокнули. Вот ну вот, короче, вот эту девочку, они, то ли один кто-то с ней общался, то ли еще кто. Просто Джага говорил. Да, они ее как бы на квартиру забрали, и девочка... Я не знаю, она выжила, нет. И, вот русские, все население русского Берлина, все вышли митингом, то, что вот, что творят эти арабы. Это было в прошлом году. Вот прям в Берлине это было, творилось. И как бы здесь вот эти арабы, то нечисть, то, что они здесь творят, это просто кошмар. Да, вот большее если... количество насилия над женщинами, это они. Вот это я как бы послушал внимательно, как бы, да, и делаю выводы какие.
что с этими пещерными как бы нужно прям максимально жестоко как бы, да, вот эту как бы Так. идеологию Мгм. вообще Сейчас я как вам бы расскажу кое-что. либерально там 72% там, по-моему, тут не работает как бы с этой идеологией, извини, Ибрахим. Теперь смотрите ситуация. Ну, я Камешек. приехала сюда в 2015 году. У меня была на 7-м месяце беременности. Одна с детьми приехала, 3 детей на руках были маленькие. Ну, мне дали хайм в общежитие, все, я год уже живу здесь, да. И там у нас есть соседи, арабы, сирийцы, кого только там и не было, но в основном арабское население, потому что в тот момент в Сирии был большой поток, миллионный прям, когда я приехала. И хаймы все были забиты этими арабами. Так там был один дед, дед тоже что, мужик где-то, ну, ему дедом тоже его не назовешь, ему было где-то 55-56 лет, ну, это не дед, это мужчина взрослый, правильно же? Вот, и этот мужик схватил моего сына, который бегал и игрался в коридоре с другими детьми, кстати, арабов тоже. Там молдаване дети были, но они в коридоре всегда играли, мы, как бы, женщины, сами своими делами занимались все, двери открыты. В один момент забегает мой сын, весь в слезах, испуганный, напуганный. Я говорю, что случилось? А ему было тогда 8 лет, 8-9 лет. Он говорит, говорит, сосед наш, говорит, позвал, говорит, меня, говорит, в комнату, сказал, говорит, ты смотри, что покажу, там, пойдем, я тебе кое-что дам. И завел, говорит, меня в комнату, закрыл, говорит, дверь, говорит, ну, на ключ. Он Ибраим, Тут этот... И Да, вот, что я хотела сказать. И я как бы, я не знаю, откуда у меня такая сила на тот момент появилась. Я снесла ему эту дверь к черту, он закрылся у себя в комнате. Когда снесла, он схватил эти бананы, фрукты на столе, которые на стол вообще полетела, эта дверь полетела. И он что-то на арабском пытается сказать, типа, говорит, я, говорит, ничего, говорит, не делаю. Одним словом, я его убила. Ну, осуждаем, чтобы не блокнули. Но его откачали, меня тоже от него отняли, как бы, да, security. Его начали, этот массаж сердца, его откачивать начали. Скорая все откачала. Ну, итог какой был? Условно год, условный срок за попытку убийства. А пожалуйста, ему дали можно, квартиру. Лилит, все эти слова, как бы вот эти, которые неоднозначны, пожалуйста, как-то по-другому Ну, формируй, вот как бы пожалуйста. заканчивается история тем, что вот в итоге мне условка пошла, да, у меня вот год, да, у меня было. А ему выделили квартиру, так как сказали, что ему нельзя в обществе находиться в общежитии, там, где есть дети. Прикинь, ему просто Рядом квартиру ему дали. квартиру дали. Ему дали. Здесь очень тяжело найти квартиру. Ну, чтобы государство и для него сняло квартиру и, ну, осудило меня. А его не осудило тем, что они сказали, что, ну, это, говорит, от ваших слов, говорит, хотя и security, и все они как бы были свидетелями. Ну, они ему, знаете, квартиру почему дали? Квартиру ему дали, потому что он с людьми, типа, жить не может. Ни один хайм, ни одно общежитие его уже не принимало. Да. У него была галочка того, что ему нельзя жить с там, людьми, где типа. есть дети. Как бы у него как бы галочка уже, как мне в суде объяснили, что он будет вот тем, что он такой, как бы жить всю жизнь, пока он находится здесь. И вот здесь вот эта гуманность Германии по отношению к этим людям, она просто поражает. Она лояльна очень. Очень лояльно к ним относится, очень. Им, честно Да сказать, не только к ним. Элементарно здесь за воровство человека не посадят. ты 50 раз должен украсть, тебя должны поймать 50 раз. Реально, поймать. если ты, Тебя тут, уже хоть например, как-то за посадили. воровство, тут не сажают. Штрафные. Тут очень тяжело в тюрьму Валейкум ассалам.
Да я к Ибрагиму зашел, всем доброе утро, у нас уже утро начинается. Ибрагим, ты здесь, нет? У нас ночь. Ибрагим спит, может быть? Нет, он... Я здесь еще пока не сплю. М. Ибрагим, у меня никнейм админирал, ты меня, может, знаешь, нет, но мы с тобой уже разговаривали нормально. Я тебе в личку отправил, короче, там ссылка, там чеченец, то ли в Европе, то ли чё. Ну, короче, такую пургу несет насчет того, что... Ну, короче, то, что он Россию поддерживает. Вот, сидит в Европе, штаны проседает. Я тебе просто эфир кинул, просто чисто так послушать. Я там написываю. Не хочет он конкретно отвечать насчет того, что он почему не хочет в Россию уехать. А как его Он зовут? говорит, что почему... Ну, ты зайди, я имя его не запомнил. Просто я хочу сейчас дальше продолжить смотреть его эфир. Подожди, на тебя, значит, надо подписаться. Будулай. Да не, на меня не надо подписываться. Там ссылку могу кинуть, если кому надо. В личку Было бы просто напишите. замечательно. Скиньте, пожалуйста, мне это с немецким флагом, который... Хорошо, я просто, сидит чувак взрослый, есть же там, наверное, под 40, и говорит, что там демократия, короче, сидит в Европе, штаны проседает. Как это удобно, скажите, в Европе сидя об этом говорить. Да, что ж я он ему в говорю, Европу-то тебя приехал, за тобой когда он так европейцы не охотятся и тому Ну, подобное. там Ну, то есть не таких судят много тебя. труболетов. Да, здесь на 9 мая ты попутаешь, что в Европе бывает. В Германии особенно, в этом парке, это вообще... Здесь русские Мгм. просыпаются, Всего есть, это вообще... которые Еще знаешь, что они кричат? Мы можем повторить. Кому? Да, шизофрения. Это, Они да, ходят бред в полнейший. Берлине и говорят, мы можем повторить, говорит. Не дай бог повторять такое. Да. Ладно, ребята, я выйду. Всем спокойной ночи. Если кому надо, ссылку я могу скинуть. Да, Ибрагим, я да. тебе скинул от никнейма админирал, потому что мне эфир блокнули, я в гостевой не могу зайти с него. Я посмотрю. Давай, братан. Все, давайте, Удачи. береги. Салбом удара. Так что вот такие вот здесь моменты есть в этой Германии. Их законы очень лояльны к этим людям, именно к этим Да ко арабам. всем они лояльны. И сейчас вам, по-моему, я не знаю, вы его видели, это чисто немецкий фильм, который запрещен к показу в кинотеатрах, тем, что вот сейчас то, что творится в Германии, там просто показано, не говорится, конечно, какая страна, но там ясно дело, что это Германия. Вот, и что там отворят беженцы, которые приехали, вот сейчас, которые проблема, они там вот прямо таки раскрыли эту проблему того, что вот это насилие, избиение, вот это все как бы, все плохое как бы творится там. Гражданин-мститель, по-моему, даже? Чё? Да, гражданин-мститель. Да, гражданин. Это чисто... Нет, это на самом деле таких несколько человек было таких, не только вот он. Советую посмотреть, и вы поймете, что творится сейчас вообще в Европе. Нет, он может посмотреть даже фильм «Зоологичный», этот. Дети... Нет, дети зоо, это Дети именно зоо. за немецких детей говорится. Да там не только немецкие дети, Нет, там все все. равно там не касается... Это чисто подростковый фильм. Ну, подростковые моменты детей рассказываются, да, там показываются. А именно гражданин-мститель, это вот сейчас, которая проблема Европы. Вот прикинь, Хубал, здесь еще есть такая партия, как Зеленая партия. Так вот, эта Зеленая партия, они могут приходить, допустим, в детские дома, в детские садики, и оттуда детей забирать. Для чего? С ними играться, там были Это замечены разноцветные, неоднократно. не разноцветные, Нет, вот Зеленая эти- партия. Нет, Немецкая. зеленая партия, которая любит детишек. Они, короче, знаешь, там неоднократно были замечены, как они нестандартно, PDF-файлы. да, нестандартно играют с детьми. То есть
вообще Очень много непонятно. судебных этих было. Они приходят, их запускают в детские садики. Они могут, кстати, были случаи, когда с приютов забирали детей, подростков к себе. Ну, то вы хотя бы, видишь, вы хотя бы знаете, что там в Европе, там, что происходит там у вас на глазах, как бы. А в России, представьте, вообще вот такие вещи, а об этом никто не знает. Как бы я пару там чуваков видел в Инстаграме, которые там рассказывали такие вещи, что нельзя волосы... говорить такие вещи. Да, как бы там, как бы, ну, по крайней мере, вы там что-то, вот ты, например, там знаешь, там, что там происходит. А в России, например, вот, мне кажется, там вообще жесть, что с этим. С этим как-то борются. Недавно я Дольче Веле видел там как бы новости на эту тему, что что-то там вскрыли, короче, там вот эти темы там с этими, там с... как это называется, там я уже забыл, короче, ну вот по вот этой теме с PDF-ом, короче, что-то там вскрыли. Ну, по крайней мере, это показывает. Система, цепочки целые. Это вообще это кошмар, что творится. Не, в России, знаешь как, я же этого не замечал. И сейчас, когда я одно время я попал в одну группу, это группа «Грязь» была. Там все, что в России происходило, там выкладывалось то, что реально такая... Там реально половина, 70% связанная с детьми. То, что с Даркнета вещи туда присылали, это вообще... Там очень, знаешь, вроде бы кажется, что этого нету. Недавно тему замяли, короче, вот у меня в республике, там в Качере, короче, там какой-то муфтий, по-моему, или кто, тему замяли быстро, короче. Что ли 13-летнего мальчика, короче, ну ты понял. И там отец, он отцу своему рассказал, короче, и там скандал на эту тему поднялся, и также быстро эту тему, короче, потушили. Ты домогался, да? Нет, прям что-то там сделал, короче. И да, и потом сразу там они вскрыли какие-то там отвлекающие, ну я не знаю, проверки начались или отвлекающие маневры, там какую-то хату с ячейкой накрыли, там на 70, короче, человек, там вот этот Ахлюсунна, короче, в кавычках, там на 70 человек накрыли, там какие-то движения были, там, ну тему закрыли там с этим муфтием, там реально там по соцсетям там все это говно гуляло, вот эта тема там. Недели две, короче. Вот происходит вот такое, как бы. Там, знаешь, сейчас. такие есть, короче, типы, типа взрослые, такие, знаешь, верующие, и типа они целители и так далее. И к ним женщины приходят, допустим, он там что хочет с ней делает. Еще забыл добавить, этого мальчика, отца, короче, в тюрьму посадили. Что, типа там что-то сфабриковали за то, что он там, короче, суету поднял. Они убрали, походу, я же говорю, суету вокруг этого всего сделали, чтобы люди просто отвлеклись. И его посадили, бедного. Да, ну как, чтобы потом не продолжалось. На 10 или там 15-20 лет, Ну, не разве помню, там это большой срок дали. демократия? Скажите вот мне, разве это демократия? Да я об этом говорю. Вот это у вас, вы там в стране большой, огромный, там это все освещается, там что-то происходит. А у нас тут республика с населением там 450 тысяч, как бы, да, и вот такое происходит от главного там муфтия там при республике, там что ли, я так и не понял. Вот такие вещи происходят тут, как бы, тем более по исламу. По исламу. Все халяль, все сунна. Кстати, да, они это тоже как-то оправдывают тем, что безбородые мальчики, они разрешены. Ну, смотри, вот, например, взять в Афганистане, там есть такая секта, как Бача-Бази. И они приписывают это к мусульманам, но к мусульманам они никакое отношение не имеют, потому что они мусульмане. Не имеют. Ты читал про этих, как их, Гульмин или Гальмин, короче, это вот эти безбородые мальчики, которых
1000 штук обещают в раю, у которой будут шелковые одежды там Который носить. будет вино тебе подносить в Не. губам. Да, это правда. я тебе сейчас прочитаю. На эту тему даже есть этот Муртад, короче, он был алимом сперва, таким ярым, короче, салафитом был в одно время из Неджды, где вот вот эти салафиты, короче, такое сильное течение, короче. И Неджда это считается таким мощным местом, короче, если ты там рождался. Он был в свое время алимом, учился там во всех этих, короче, там везде там путешествовал, написал книги, на которых вот это, когда он еще не был муртадом, короче, он кучу книг написал. Не то, что эти мамкины ваххабиты, которые на словах только, он реально был, короче, таким там ярым защитником салафии. И потом стал муртадом, написал книги, короче, уже с критикой, короче. Там и критика там рая, там и всего остального. Там. Ты можешь его посмотреть. Его зовут Абдулла Аль-Касими. Он в Ютубе, на него даже видосы записали, этот «Иллюминат» и другие. Ты можешь посмотреть, очень интересные как бы вещи ты оттуда можешь узнать. Так, как ты сказал, называется Абдулла? Абдулла Аль-Касими, да, там как бы в Ютубе там посмотреть, это иллюминат на него, короче, видос записывал. Человек реально как бы 30-40 лет отдал этому, там книги написал, там кучу книг. Кстати, его прочитать тебе очень полезно было бы. Жаль, что они там книги на русском нету, как бы, но с нейронкой там можешь что-то, куски какие-то вытаскивать, короче, там. И про рай там он говорил, про этих мальчиков говорил, писал. Ну вот там. насчет рая, я вообще, честно сказать, я всегда, знаешь, у меня вопрос всегда возникал. Как, типа я здесь должен, короче, себя хорошо вести, быть мусульманином, типа, и в раю мне будет обещаться, типа, реки вина, то есть бухло и бабы, типа, что ли? Ну, я всегда этого, типа, ну, я не понимал. Беспохмельное вино. Беспохмельное. Ну, типа, и гури есть там. Ну, я не понимал. Я думал, какой-то бордель, типа... Еще, будучи в раю, можно заглядывать в ад и еще над ними еще стебаться. Во. Можно будет в ад заглядывать и стебаться над ними. А мы тут, а вы там. Знаете, короче, понял. Чужные мальчики, от одного взгляда на которых удовольствие ты получаешь тоже. Не. В раю такой сидишь, решил такой поиздеваться, взял лифчики в ад скинул. Сейчас я тебе кусочек тут найду про этот, что Касыми говорил, короче, на эту тему. Он, чтобы ты понимал, это был как бы вот, ну не прям Ибн Тамия, короче, своего времени, но был алимом, короче, которого вот этот молодые там ребята, там мусульмане, читали его книги, когда он еще не был муртадом, короче. И для них это очень больно, тема с этим персонажем для арабов, там, для мусульман, короче. На него даже многие этот видос выпускали, там известные, короче, ученые там в Ютубе. Ну, не наши эти мамкины ваххабиты, а вот там арабские там и другие. Интересный персонаж. У него, я дословно не помню, сейчас он, если найдет, он, короче, говорил по смыслу такое: чем давать мне такой рай, лучше отправь меня в ад, короче. Такие вещи писал, по-моему, в своей книге. Чем, говорит... такое, что там Ади говорит? У Бхарова-то есть, да, на канале. Арма-то тоже сейчас послушала, очень интересно. Вот, я сейчас прочитаю про него. Мне вот GPT вывел. Абдулла Аль-Касими, он родился в 1907 году и жил до 1996 года. То есть он 91 год, короче, Ибн прожил. Касир? Нет, Абдулла Аль-Касими.
Саудовский арабский публицист, прошедший необычный путь. Сначала он активно защищал салафизм и полемизировал и с его противниками, а затем перешел к радикальной критике религии и атеизму. Его поздний стиль – неспокойный академический анализ, а резкая ироническая и намеренно провокационная полемика. Наиболее развернута тема рая и райских юношей он разбирает в книге «Вселенная судит Бога» Аль-Каун и Хаким Аль-Иллях, изданную в 1981 году. Что он критиковал в образе рая? Аль-Касими рассматривал исламский рай не как принципиально иную духовную реальность, а как увеличенную копию земных желаний. Пища, напитки, прекрасные тела, дворцы, прислуга и бесконечное наслаждение. По его мысли, люди осуждают земную чувствительность. Ну, это GPT либерально, короче, там он все там красиво, там без негатива, короче, дает. Без жестких вещей. Я просто читаю, что GPT дает через максимально усиленные чувственные удовольствия. Отсюда его вопрос. Если райские жители сохраняют человеческие желания, ревность, самолюбие и способны сравнивать себя с другими, почему в раю не должны возникать зависть, соперничество и конфликты? А если все эти качества у них насильно удалены, остаются ли они полноценными личностями?